Ездили на своей ЛТшке, как один раз утром тетя нам сказала при заводке. Сказала она следующее. Здравствуйте. Приветливо поздоровалась, а потом выдавила из себя следующее. Замена масла двигателя. Нужно менять масло. Недельку мы катались с тетей, слушали ее наставления, и сегодня на даче мы будем менять масло в нашем автомобиле. У нас двигатель АВР, 2,5 литра объем, турбированный. Пойдем смотреть, что нам для этого понадобится. Загнали ЛТшку на смотровую яму, установили внизу ведро, емкость для слива отработанного масла. Будем сейчас сливать. Для дальнейшей работы нам понадобится ключ с головкой на 17. Здесь хитрая головка для откручивания, усиленная такая. Трудно откручиваемые гайки, чтобы откручивать, и болты. Перед тем, когда мы меняли раньше, мы купили машину бэушную, там было сорваны шлицы и наварена другая гайка. Ключик такой для снятия фильтра. Старенький, советский, но работает. А также масло. Купили польское масло. Вот такое. Допуски нам позволяют фольксвагеновские для замены. В это масло. Здесь 8 литров. То, что нам необходимо. Фильтр бошевский. Новенький. Готовенький. О, красавчик. Там еще комплект резинок. Улетели в космос. Вот они. Ну и, конечно, будем менять воздушный фильтр. Обязательно. Мы всегда при замене масла меняем воздушный фильтр. Бережем двигатель, турбину и все остальное. Вот он, новенький красавчик. Сейчас сольем масло и оставим авто на ночь, чтобы за ночь оно стекло до последней капельки. Что там будет? Дали трещотку, удлинитель, чтобы не облиться. И откручиваем. О, хорошо. Медной шайбы у нас нету специальной. Под эту гайку сливную поставим лен и герметик. Тоже неплохо. Масло менять мне больше нравится самому, когда можно диагностировать все, что попадается под руку. Где-то течь увидишь сам, где-то что-то. О, красотулечка. Наша отработка. Ой. Вот эта пробка родная. Внутри поставили мы неодимовый магнит. Потом вытрем, посмотрим, были там какие-нибудь металлические части или не было. Вот так. Достаем магнит неодимовый. О. Ну, если и есть стружка, то очень и очень мелкая. Такой, как в мотоблоке, ярко выраженной, нету. Здесь стружки. Покрыто, да, покрыто вот темным таким налетом. Это, наверное, и есть вот эта вот стружка. Ярко выраженной стружки нет здесь, и слава богу. Наша пробка-гайка. Вот видно, что здесь тоже когда-то, когда откручивали, использовали другую головку, и грани чуть-чуть залезались. Бывает очень сложно открутить ее. Ну вот, используя эту головку, которую я показывал, достаточно легко и без больших проблем откручивается. Медная шайба, которая стоит, она уже использована, конечно, ужата. В принципе, можно ее нагреть на газовой горелке, ее как бы отпустит медь, можно снова использовать. Но мы будем использовать лен и герметик. И все будет отлично. Используем свою воздуходувку для того, чтобы продуть пыль и грязь, которая снаружи есть на двигателе, чтобы при работе она не попадала там куда не надо.
посмотрим, что будет снизу. Масло, стекло, поэтому это нам ничего сильно не даст. Но тем не менее трубы прочистили. Будем снимать сейчас старый масляный фильтр. Чтобы добраться нам и было удобней снимать старый масляный фильтр, снимем бачок топливный Бешпехера и снимем топливный, не топливный, а воздушный фильтр. Тогда будет удобнее. Все равно его надо менять. Вот. Заборник топлива. Сам бачок. И сейчас будем демонтировать воздушный фильтр. И до 5 доберемся. Руками не взять его. Да, никак. Надо чем-то более серьезным. Вот наши две гармошки. Два воздушных фильтра. Видите, как он запылился, бедненький. И здесь, если этот красавчик желтенький, красивенький, то этот уже пропустил через себя 1000 литров воздуха. Вот ближе к заборному, тут он даже грязь. Какие-то мошки, таракашки. Все, он уже не пригоден. Прочистим, затем продуем вот корпус воздушного фильтра, чтобы был красавчиком. И поставим новый. Но перед этим, конечно, поменяем масло. Пробуем этим ключиком волшебным открутить. Зацепили цепочку. Фиксировали упор и крутим. О, мне кажется, пошел. Да, все пошло. Где-то срывается, но тронули его. Дальше откручиваем руками. Смотрим, что здесь. Вау. Полное масло. Масло капает. Фильтр. Елки-палки. Тут все масло. Будем ждать, когда стечет. Все. На ночь, я думаю, все стечет, чтобы лишнее. Проведем небольшой эксперимент. Посмотрим, что получится. Возьмем магнит неодимовый плоскогубцами и засунем в корпус масляного фильтра. Там, где вон еще осталось масло. Глянем, будет что-нибудь там примагнитиваться или не будет. Главное не уронить его вовнутрь двигателя. Держать крепенько. Ну, не видно стружки. И слава богу. Используя ветошь-отвертку, вымакиваем все масло, которое там осталось. Ничего. Чтобы было сухо. Потом все протрем. Посмотрим. Вот так выглядит корпус фильтра. Мы здесь видим входное отверстие. Масло, скорее всего, забирается вот по этому большому овальному. Затем мы видим отверстие по центру, куда попадает уже фильтрованное масло. И с правой стороны это перепускной клапан, когда масло густое, не продавливается через фильтр при заводке. Оно сразу идет в двигатель, не очищенное через этот клапан. Поэтому желательно двигатель, конечно, прогревать перед пуском. Но мы прогреваем при помощи Бешпехера, чтобы оно фильтровалось. Пока все чисто, посмотрим, как ставится фильтр. Там есть такой выступ цилиндрический. Вот он плотненько на него одевается. А здесь сверху затем вставляется вот наша крышечка. И тут мы четко все видим. Там отверстие впуска, перепускной клапан, а сюда оно попадает отфильтрованное через стеночки. Эти прекрасно продавливается. Вот такой фильтрик. Используем воздуходувку опять свою. Надуем корпус воздушного фильтра, чтобы выйти грязь. Продуем заборник воздуха и продуем заодно и радиатор.
Понятно, что все отверстия мы закрыли. Это отверстие все закрыто, чтобы не попала пыль. Из радиатора пыли выдулось прилично. И это хорошо. Попробуем дунуть в корпус масляного фильтра. Глянем, что получится снизу.